В этом году фестиваль «Финно-Угорский транзит. Музыка и этностиль» празднует свое десятилетие. Участниками юбилейного сезона стали творческие коллективы и этнодизайнеры из Коми, Марий Эл и Республики Башкортостан. Кстати, Республика Коми стала первой площадкой для выступлений. После фестиваль посетит Карелию, Пермский край и Мордовию. В рамках фестиваля в каждом из 4 регионов будут проведены концерты, фотовыставки, показы этнографических фильмов и еще много-много интересного. В Сыктывкаре фестиваль уже отшумел. С яркими и колоритными гостями фестиваля из Башкирии пообщалась Екатерина Борш. Юлай, как ваш коллектив стал участником фестиваля «Финно-Угорский транзит»? Этот фестиваль проводится уже не раз, не первый раз. До этого республики представляли еще, то есть наши предшественники, так скажем. И вот в этом году организаторы сами на нас, то есть вышли, связались с нами и попросили нас поучаствовать в этом фестивале. То есть мы как гости, так как башкирский народ это не финно-угры, мы тюрки, но мы как гости будем выступать на этом фестивале. Несколько слов о вашем коллективе. Что означает название? Этногруппа «Саптар». «Саптар» означает, если в переводе с башкирского, это будет «скакун», то есть это «быстрый конь». Вот так вот назвали, потому что наши композиции, так скажем, такие веселые, быстрые. Вот. И сами молодые парни, сами вот поэтому и так решили назвать. Ну, на самом деле, участники все достаточно юные, молодые. Вот, а коллективу-то сколько лет? Коллективу юбилей, так скажем, 5 лет. Но мы коллектив создали еще, когда учились в Уфимском училище искусств. Теперь мы уже студенты Уфимского государственного института искусств. Немножко непривычно. Столь молодые, но отдаете дань традициям. Вот для чего? В чем смысл вашей работы? Вы что вкладываете в это? Мы со своей группой хотим, чтобы связь времен, то есть чтобы молодежь нынешняя понимала и помнила все свои традиции, свои народные мелодии, башкирские народные мелодии. И вот поэтому мы это озвучиваем как бы чуть-чуть по-молодежному, чтобы не забывали корни свои. И основная цель, чтобы весь мир знал нашу музыку. Весь мир. Над этим мы работаем. А кто ваш зритель? По возрасту? По возрасту абсолютно все. Абсолютно все. То есть слушают не молодежь, они понимают. И, так скажем, более взрослые, они тоже им понятно, потому что мы играем, так повторюсь, народные мелодии, им все это понятно. Про инструменты немножечко. Вот все-таки это какое-то современное исполнение или это инструменты с историей? Инструменты, конечно, с историей. Вот я в руках держу наш национальный инструмент, называется он курай. Это основной инструмент башкирского народа, он и на флаге у нас, и на гербе. Это, так скажем, наш символ нашего народа. А вообще в группе у нас ударные инструменты, как башкирские народные, это как дунгур, так и барабаны. Потом башкирский народный инструмент думбара и бас-гитара. Вот так вот. Необычно. Необычно, да, но вливается он классно, то есть звучит это классно. А вы пробовали какие-нибудь варианты выступлений, симбиоза с какими-то другими исполнителями, может быть, даже кто голосом работает? Да, были композиции, то есть и танцевальные композиции, то есть мы играем, там и танцоры, были и вокалисты, то есть все пробуем абсолютно все. Для телезрителей телеканала Юрган, какую композицию вы сегодня исполните? Для вас мы сыграем башкирскую народную мелодию «Медный каблук».